Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» впервые будет проходить в эти дни в дистанционно-очном формате. Сборная команды Якутии из 104 конкурсантов участвует по 80 компетенциям. Мероприятие обещает быть самым массовым за всю историю движения не только в России, но и в мире. О новых реалиях чемпионата WorldSkills и его новых возможностях в канун проведения национального финала мы поговорим с руководителем Центра развития профессиональных компетенций Анастасией Захаровой. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как отбирались в республике участники на финал чемпионата? Тоже дистанционно или присутствовала какая-то очная форма? Дистанционно они не отбирались. Сборная команда наша формировалась по итогам 8-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills», который у нас проходил с 24 ноября по 6 декабря 2019 года. Да? Ну и также у нас генеральной репетицией был отборочный чемпионат для участия в финале 8-го национального чемпионата, который прошел у нас с 1 по 20 августа 2020 года, да, и по 23 компетенциям и по результатам данных соревнований у нас отборочных, они у нас проходили по 23 компетенциям, да, вышли в финал 8 компетенций, да, а по остальным уже компетенциям, получается, по 72 компетенциям, они прошли финал без какого-то дополнительного отбора, да, и в итоге нашу сборную представят по 80 компетенциям. Ну а кто эти представители, из каких районов республики будут представлять в чемпионате наш регион? Ну, по именам представлять их, это будет слишком такой большой список, да, 104 участника. Можно озвучить то, что на сборную вошли образовательные организации, это школы, профессиональные образовательные организации, детские центры, это с города Якутска, с города Мирного, с города Нерюнгри, Салдана, также из таких районов, как Ногино-Кангаласский, Намский район, Чурапчинский, Хангаласский и городской округ поселок Жатай у нас вошли в сборную, и городской округ поселок Хатас. Это представители этих данных районов пошли у нас в сборную. Ну а если говорить о самих соревнованиях, как они будут проходить, кто и как за ними будет наблюдать и оценивать? Получается, что сами соревнования у нас будут проходить на региональных площадках, да, имеется в виду, это у нас по Республике Саха-Якутия, это 26 образовательных организаций, мы подготовили площадки, да. Также по всей России, если смотреть, где будут организованы площадки, это будут специализированные центры компетенций, международные центры, да. Оценку будут совершать главные эксперты и их заместители. И в реальном времени это будет в онлайн-трансляции и контролировать строгое соответствие полностью регламенту. Да. Оценка выступлений, она пройдет с применением дистанционных технологий, да. Систему оценки вообще всего чемпионата разделили на несколько блоков. Да. Первый блок — это то, что работы конкурсантов будут оценивать онлайн, эксперты в домашнем регионе. Да. Второй блок — это то, что невозможно оценить дистанционно, да, мы будем отправлять итоговые конкурсные работы участников уже в Центр управления соревнований, которые будут на площадках, организованные в Москве и в Казани.
Ну вот впервые такой формат. По каким компетенциям в таком формате удобно участвовать, а по каким не очень? Ну, самыми удобными можно сказать то, что это у нас IT-компетенции, да, IT-направления, это такие как веб-дизайн, разработка мобильных приложений, 3D-моделирование, да, которые не требуют подготовки таких вот колоссальных там, оборудования, да. В основном это работа за компьютером. Это вот самые компетенции для дистанционного формата. Можно сказать, самыми сложными для организации, да, это у нас компетенции рабочих профессий, да. Это такие компетенции, как сварочные технологии, поварское дело, сантехника и отопление, да, ну и так далее, можно их перечислить. Здесь для этих компетенций очень высокое требование для организации, да, это начиная от технической характеристики видеокамер, заканчивая отправки выполненных конкурсных работ, да, это по нескольким таким компетенциям. Ну и вообще как бы для рабочих профессий они больше как бы, как вам сказать, требования у них оборудования, да, к инфраструктурному листу. Наши учебные заведения, ну, профессиональные, они как бы, ну, мы стараемся их, чтобы они соответствовали стандартам WorldSkills. Но многие как бы в силу всего то, что у нас 80 компетенций, не все учебные заведения соответствуют стандартам. Для этого у нас включается очень такой, как сказать, узкий список площадок, где мы можем провести. Ну вот вы упомянули, например, сварочное дело или поварское искусство. Как исключить, к примеру, постороннюю помощь участнику филиала в такой ситуации? Остается полагаться только на честность или есть какие-то инструменты, чтобы это все проконтролировать? Здесь есть инструменты, да, потому что как бы на конкурсную площадку вообще даже по любой компетенции, даже это если даже IT-компетенция, да, рабочие профессии, ну, вот сварочные технологии, да, здесь конкурсная площадка, она организована как? Участник приходит на свою соревновательную площадку по своей компетенции, да, у него устанавливается на данной площадке камеры, по каждой компетенции количество камер у них свои. Да, допустим, по сварочным там 4 камеры, да, это с 4 стен, и еще плюс это у него экшн-камера, которая одевается ему на одежду, и все его действия, это все трансляция, да. Там, потом по регламенту, очень строгий регламент в данном чемпионате, да, не дай Боже, сеть, там, запись остановится там, на пару секунд, могут вообще как бы дисквалифицировать конкурсную площадку, да, и не засчитать баллы. Потому что и поэтому на конкурсной площадке у нас присутствует это конкурсант, технический эксперт, который у нас следит за бесперебойной работой оборудования, да, и технический администратор площадки. Это тот человек, который отвечает у нас за работу за камерами, за работу интернет-связи, да, чтобы она была беспрерывная, не было каких-то перебоев. Если где-то, допустим, сейчас у нас подготовительные работы, да, прям на низком старте находимся, у нас 6 сентября уже начинается приемы площадок конкурсных по многим компетенциям, да, там они идут отдельными графиками, проверка связи, чтобы если где-то связь у нас слабая, интернет, да, мы там провайдеров меняем, увеличиваем скорость, здесь очень такая большая колоссальная работа идет. А на ваш взгляд, по каким компетенциям якутяне наиболее конкурентны и сильны? Ну, как бы тут мы не можем выделять, где-то мы сильны, где-то нет. Да, все конкурсанты сильны, все они профессионалы своего дела, да. Но можно сказать то, что мы сильны в тех компетенциях, где наше оборудование максимально соответствует стандартам WorldSkills. Скажите, а что дает участие вообще и победа в чемпионате WorldSkills Russia?
Участие и победа конкурсантам чемпионата, да, допустим, молодым профессионалам, студентам, это дает престижное трудоустройство, престижные предприятия республики, даже не только республики, но и по всей России, да. А школьникам, юниорам, да, в категории юниоров, дает это пройти раннюю профориентацию, выбрать свою профессию, да, попробовать себя в тех или иных компетенциях, где им интересно будет, где они могут попробовать свои навыки, умения и определиться с будущей своей профессией. Ну вот если говорить о том, что все-таки в этом году формат работы будет дистанционным, то, на ваш взгляд, какие возможности помимо массовости дает это чемпионату? Ну, вообще, дистанционный формат, он, то, что проходит это дистанционно, и в регионах всей России, да, допустим, у нас, если брать пример именно нашу республику, да, наш регион, здесь можно сказать то, что мы участвуя в дистанционном очном формате, мы получили такую возможность организовать такое мероприятие, да, такого большого, широкого масштаба, да, где мы уже пересматриваем, видим, какие организации наши профессиональные, да, какие наши площадки более организованные, более, где у нас соответствует оборудование стандартам, да, и где нам надо уже делать такой упор на развитие какое-то, да. Вот если говорить о развитии движения WorldSkills, каким образом оно скажется на качестве подготовки рабочих кадров и специалистов? Вообще, на качестве подготовки специалистов и рабочих кадров, да, это сказывается то, что наши специалисты, они участники, да, которые участвуют в данном движении, они покажут себя более конкурентоспособным не только именно регионального уровня, но и всероссийского, и даже, можно сказать, международного, потому что это стандарты международные. И получается, специалисты, они будут уже прокачанные в разы. Вот чемпионат по стандартам WorldSkills Russia, как вы сказали, предполагает наличие у конкурсантов подготовки международного уровня. Насколько все-таки соответствуют условия подготовки в колледжах и учебных заведениях Якутии? Сейчас у нас в республике 2 центра специализированных компетенций, да, где оборудование полностью соответствует международным стандартам WorldSkills International, да, по всему оборудованию. И можно сказать то, что мы не стоим на месте, мы пытаем, есть куда расти, и есть те стандарты, которых мы должны еще в будущем достигать. Анастасия, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. О новых реалиях 8-го национального чемпионата WorldSkills и его новых возможностях в канун проведения финала мы говорили с руководителем Центра развития профессиональных компетенций Анастасией Захаровой. До встречи в эфире.